Министерство экономики в прошлом году впервые реализовало программу, направленную на поддержку малого и среднего предпринимательства. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 50 миллионов рублей. Поддержку оказали 48 предпринимателям малого и среднего бизнеса разных отраслей. Что мы считаем и понимаем сегодня под малым и средним предпринимательством? Это любые предприятия, у которых оборот до 20 миллионов рублей в год. Ну, к нам не только малые предприятия, естественно, микробизнес даже больше обращается. В каких отраслях? Это отрасль туризм, пищевое производство, легкая промышленность, общественное питание и ремесло и народный промысел. Самое приоритетное для поддержки сельчан, где больше используется ручного труда, это, конечно, ремесло и народный промысел. Все 48 были вовремя профинансированы, все отчитались уже нам, приобрели заявленное оборудование, некоторые уже даже ввелись в эксплуатацию. На начало второго полугодия 2023 года мы будем докладывать Министерству экономики о вводе в эксплуатацию каждого объекта. Это будут и видеоотчеты, документарную проверку они все прошли, и будут видеорепортажи тоже, мы будем освещать все эти предприятия. В этом году Министерство экономики продолжает реализацию программы поддержки малого и среднего бизнеса. Лимит финансирования составляет также 50 миллионов рублей. На каждый проект выделяется сумма не более 3 миллионов рублей. Стоит отметить, что деньги возвращать не надо. Да, в чем суть программы? В том, что финансирует государство часть затрат на оборудование. Эти средства, которые предоставляются в виде господдержки, они невозвратные. Это не кредитные средства, это субсидирование. Но тут в чем принцип? То, что софинансируется проект. Если нужно оборудование на сумму, допустим, 300 тысяч, то 80% безвозвратно субсидирует, поддерживает государство. С 18 апреля до 5 мая Государственное инвестиционное агентство осуществляет прием заявок от лиц, претендующих на участие в программе. Субсидии оказываются непосредственно на приобретение специального оборудования. Для этого предприниматель должен принести резюме либо технико-экономическое обоснование в Госинвестагентство. После комиссия отберет проекты для софинансирования. Ольга Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.